13 марта этого года я возвращалась из города Витебска к себе в деревушку и находилась на автовокзале города Витебска. На автовокзале ко мне подошла неопрятно одетая, находящаяся в нетрезвом состоянии женщина и попросила у меня деньги. Моя принципиальная позиция заключается в том, что я не подаю ни бомжам, ни убогим. Я считаю, что человек может заработать себе на кусок хлеба. И я отказала этой женщине. В ответ посыпались оскорбления, нецензурная брань. Женщина попыталась меня толкнуть. Я взяла свой мобильный телефон и со своего мобильника, назвавшись, вызвала сотрудников милиции, сообщив дежурному, что в отношении меня было совершено административное правонарушение, как мне кажется, по статье 9.3 и 9.1 КАП РБ. Через полчаса приехали милиционеры. К этому времени всякие конфликты были уже исчерпаны. Мы с друзьями находились в кафе автовокзала. Сотрудники милиции прошлись по залу ожидания и собрались уехать. Я вышла им навстречу, назвала себя, представила и сообщила, что полчаса назад между мной и вот этой женщиной, на которую я им указала, был конфликт. Факт конфликта подтверждался камерами видеонаблюдения, работающими в зале ожидания автовокзала. Факт конфликта подтверждался друзьями, которые со мной ехали. И факт конфликта мог быть подтвержден свидетелями, которые были очевидцами происшествия. Однако сотрудники милиции ничего этого делать не стали, ни опрашивать, ни изымать данные камеры видеонаблюдения. У меня отобрали мобильный телефон, выкрутили мне руки, не дали взять верхнюю одежду и без верхней одежды доставили меня в железнодорожное РОВД, где в отношении меня 13 марта было составлено 3 административных протокола. По статье 17.6 это заведомо ложное сообщение, повлекшее за собой реагирование сотрудников милиции. Был составлен протоколы по статье 23.5 и 23.4 КАП РБ. Это оскорбление сотрудников милиции и неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. В этот же день я была доставлена в здание суда железнодорожного района, и судья Дегода принял к своему рассмотрению административные материалы. Еще находясь в РОВД, я заявила ходатайство об участии в деле адвоката. Я заявила ходатайство об отводе всем должностным лицам железнодорожного РОВД. Я заявила ходатайство об истребовании данных камер видеонаблюдения. Мной были заявлены ходатайства об опросе моих свидетелей. Ни одно из этих ходатайств разрешено не было. Более того, 13 марта суд сделал перерыв в судебном заседании до 21 марта. 21 марта я самостоятельно собрала доказательства собственной невиновности, а именно, я истребовала данные камеры видеонаблюдения и переписала их на свой носитель, на диск. Я нашла всех свидетелей, переписала их фамилии. Я оплатила им проезд до города Витебска. Я заключила соглашение с адвокатом и заплатила адвокату. И вот 21 марта мы, дружной компанией, я, адвокат и свидетели, явились в судебное заседание, которое было назначено на 10 часов 30 минут. Увидав нашу компанию, судья Дегода, ничем не мотивируя, судебное заседание проводить отказался. Спустя 2 месяца, то есть 16 мая, я получила письмо, в котором лежала повестка, из которой я узнала, что мне необходимо явиться 13 мая в судебное заседание. То есть о месте и времени проведения судебного заседания я надлежащим образом извещена не была. 16 мая по этой повестке я таки явилась в суд и узнала, что 13 мая в мое отсутствие, в отсутствие адвоката, без опроса свидетелей, без исследования каких-либо обстоятельств совершения административного правонарушения, судьей Дегодой было состряпано постановление, которым он признал меня виновной в совершении административных правонарушений по статьям 17.6, 23.4 и 23.5 КАП РБ. Разумеется, мной была подана кассационная жалоба на постановление суда.
И сегодня в здании суда, областного суда, состоялось кассационное рассмотрение моей жалобы. Правосудие отправляла судья Иванова. Я была приятно удивлена тем, что судья Иванова отменила постановление суда железнодорожного района и направила дело на новое рассмотрение. Маленькая, но победа.